Ütü günden doğottor, min atım Tüyara. Min doğottorbun kıtta saha global den tümsüyü tereddibit. Onna bu olodny ıyustata. Aras haysalarga лекциялары онлайн терен ыттыбыт. Мен билин кепсиэхпин баарабын Вика Андреева туһуна. Кини YouTube блогер, кини обугунан саха. Уонна бу төрөбүт тылын билбет эте төрөҕөттөн. Кайда хонук болан хаалбыты дир болаха биһи бары билебит саха тылын төрөбүт тылын хүтөрбит Джон Элбех оларан кини санаатын түһэрбекке улаатан баран бэйэ дьиэ керген тиринен баран бу төрөбүт тылын үөретен сагалаабытын туһунан кепсиэҕэ. Бу лекция нучча тылынан болуоҕа онон Элбех киһи өйдүүөҕэ истиэҕэ диэн эренебит. Всем здравствуйте, меня зовут Вика. Я буду говорить на русском языке, поскольку я хочу, чтобы меня услышала как раз та аудитория, которая абсолютно не владеет якутским языком, но для нее этот язык родной. То есть наши земляки — это русскоязычные саха, такие же, как я. Поскольку Туяра потом будет выкладывать на YouTube, я хочу, чтобы меня поняли все, вот как раз эти ребята. Вот, немного представлюсь, меня зовут Вика Андреева, я в прошлом профессиональный теле- и пишущий журналист. Сейчас я помогаю экспертам выходить на YouTube. Хотела поделиться своей историей. Почему так получилось, что я не владею родным языком? Я родилась и выросла в маленьком поселке, он полностью русскоязычный, русский садик, русская школа. И, наверное, удалось бы сохранить язык, если бы со мной говорили дома. Но, к сожалению, со мной не говорили вообще на якутском. Иногда мама с папой говорили только между собой. И, знаете, под таким соусом, когда хотели что-то скрыть от меня. И у меня не было того значимого взрослого, с кем бы я могла говорить на якутском. И в школе я тоже была единственной саха в классе. И тогда уже был такой небольшой буллинг на национальную тему. Наверное, это многим знакомо, те, кто родился в Якутии и жил в русскоязычной среде. Когда я закончила школу, поступила в Якутск, там я встретила своих друзей. Кстати, большое спасибо моей однокурснице, вот, кстати, Женя. Она начала учить меня некоторым словам, фразам, и таким образом я чуть-чуть, вот можно сказать, владею, что-то во мне есть. Почему я об этом сейчас говорю? Это большая проблема, потому что таких, как я, очень много, и уже есть такая привычка ментальная, что якутский язык не для нас. Когда мы слышим якутскую речь, то как будто бы отрубает. Почему? Потому что мы столкнулись с национализмом с двух сторон. Сначала в русскоязычной среде, а потом уже от своих. Я думаю, что эта агрессия, которой подвергались сахаязычные люди от русских, да, она никуда не делась, и потом она вот перекочевала в обратную сторону. Вот, и таким образом наш язык, он мало того, что очень трудный, он еще стал недружелюбным. И это проблема идентичности, которая очень мучает меня. Мне вот 40 лет, и у меня есть какое-то желание учить якутский язык. Но, к сожалению, в моем окружении или же с кем я разговариваю, у многих очень много других проблем, и никто даже не задумывается о том, чтобы выучить якутский язык, потому что они помнят, как они сталкивались с отвержением. Вот. Но я рада, что сейчас ситуация меняется. Вот. И я даже попробовала после релокации в Казахстан учить родной язык на курсах Сахалы. Мне в целом опыт положительный, вот, но очень важна стратегия, с которой вы подойдете к якутскому языку. К сожалению, это не так, что ты пришел на курсы и вдруг сразу заговорил. Так не получается. К языку нужно подступаться не один раз, да. И в этот раз моей стратегией будет создание языковой среды. В прошлый раз я просто пыталась овладеть теорией, и в какой-то момент она стала очень тяжелой, и сразу после курсов у меня случился откат. К сожалению, не у одной меня, потому что я разговаривала с выпускниками этих курсов онлайн. К сожалению, никто не вернулся к изучению повторно. Вот, но на самом деле надежда есть. И я вижу ключ к овладению родным языком в создании среды. То есть нужно погрузиться, начать слушать якутские песни,
Но самое легкое начать с якутского кино, да. Или же подписаться на каких-то блогеров, которые тебе симпатичны в сети. Я нашла несколько онлайн-курсов для взрослых. Вот. Это Сахалы Лилии Бичиген, который я прошла, онлайн-курс. Я про него уже вкратце рассказала. Мы как в школе учились, встречались онлайн где-то около часа. Нас было 10 человек, и, к сожалению, вот по мере приближения к финалу очень многие отваливались. И личная мотивация, она должна быть очень сильной. Я дошла до конца, ну, потому что я упрямая просто. Ребята, ну, вот моя знакомая, которая по моей наводке тоже потом позже меня прошла курсы Сахалы, она также дошла до конца, но, к сожалению, больше не возвращалась. Курсы Силис, вот у них классный маркетинг. Они, кстати, затронули эту боль, что ты везде чужой. То есть в русскоязычной среде ты чужой, среди своих ты тоже чужой, поскольку не владеешь языком. У вас настоящий барьер стоит. Вот, и они сделали классный мем, и многие о них узнали. Силис. Если я пойду учить в ближайшее время якутский язык, то я пойду к ним, попробую. Посмотрим, насколько отличается методика. Надеюсь, она более живая, подвижная, современная, которая, ну, очень вовлекающая. Потом я нашла курсы Татьяны Баишевой. Это тоже онлайн-курсы. Вот, к сожалению, я не знакома, что там происходит, но, скорее всего, это разговорный язык. Популярный блогер Сайсаха. Там вот недавно проводились курсы для детей, пока для взрослых нет. И еще хотела поделиться находкой. Это якутский Киану Ривз. Он ведет YouTube-канал, и там есть некоторые уроки, как раз для вообще такого нулевого уровня, которые для людей, которые хотят пополнить какой-то заиметь словарный запас. Все ссылки будут в конце по QR-коду. И еще очень рекомендую приложение Сахалы. Оно действительно помогает. Структура, там можно вокабуляр набрать, там и игры. То есть, что я действительно рекомендую, это всем скачать приложение Сахалы. Оно бесплатное во всех странах, действительно работает. Там были какие-то небольшие проблемы технические, но я думаю, ребята их быстро уладят. У якутского Киану Ривз еще есть телеграм-канал. Где учить? Ну, как я сказала, что нужно погрузиться в среду, что я планирую сделать. Вот еще я узнала, что Туяра проводила спикер-клубы. К сожалению, в настоящее время их нет, но нужно следить за анонсами и сразу же присоединяться. Туяра меня успокоила, что у меня давно, я ничего не знаю, я так боюсь, что я там ничего не пойму, потому что и Туяра меня успокоила, сказала, что люди просто иногда слушают и говорят даже на смешанном. То есть никто тебя там не гнобит, плохо не смотрит, наоборот, тебя поддержит там, если ты просто присутствуешь и пытаешься что-то сказать. Это здорово. Приятно, что вот действительно сейчас, благодаря вот сообществу Туяра, Лас, якутский язык 400, вот где я знаю представителя Яну Угару, они как раз с этим борются, чтобы язык мы смогли хоть как-то изъясняться. Основатель Саха Википедии Николай Павлов Халан, он очень четко ведет регулярно. Но это немножко следующий уровень для продолжающих, наверное, чтобы погрузиться в среду и не терять. Мне понравился YouTube-канал Дмитрия Давыдова, он совершенно бесплатный, вот о нем рассказала Ирина Энгелис. Я планирую там пересмотреть все фильмы. И, конечно, НВК Саха, мультики. И еще хотела рассказать немножко про полиглота Петрова. Очень интересная тема. Я сама загорелась после того, как посмотрела интервью Яны Угаровой с ним. Для тех, кто не знает, очень коротко. Полиглот Петров — это лингвист, владеющий... У него есть алгоритм овладения иностранным языком. Он берет только те глаголы и существительные, которые активно используются в современном якутском. Вот, погружается в среду, как раз его стратегии овладения языком, погружение максимальное в среду. Он будет слушать там якутский театр, читать якутскую литературу, слушать якутские песни, разговаривать с носителем языка современным непременно. И сам он сейчас в процессе выучивания якутского языка, да, как бы это сюрно не звучало. Сейчас Петров учит якутский язык, а потом приедет в конце апреля по приглашению Национальной библиотеки Якутии и будет учить нас, русскоязычных саха,
нашему языку. У меня большие надежды на его методику, поскольку он не ставит задачи говорить чисто на якутском. Он ставит задачу просто овладеть и на бытовом уровне уметь изъясняться и, главное, понимать современный якутский язык. К сожалению, много информации про Петрова нет. Знаем только то, что он приедет в конце апреля. Какая-то информация появится на сайте нацбиблиотеки. Были еще такие разговоры, что они снимут шоу, покажут каким-то образом на НВК, но мы все надеемся, что это будет на YouTube, будет доступно широким массам. Ждем, надеемся, верим. И вот по этому QR-коду вы можете всю информацию со всеми ссылками на все забрать себе. У меня все, Туяра. Улахан Махталвика, дорогие друзья, мы специально пригласили, вот сегодня у нас будет и на английском спикеры выступать, и на русском, и на сахалы, так что все без стеснения, пожалуйста, задавайте вопросы. Я добавлю, Да, я да, забыла, конечно. так волновалась, забыла сказать, что я хотела акцентировать внимание на том, чтобы все обожают, когда иностранцы говорят на якутском. Вот все. Но сколько их детей заинтересуются нашим языком? Мало же, да? Мы, русскоязычные саха, вот своим примером можем подать, ну, заинтересовать, как-то вовлечь своих детей, которые априори уже в русскоязычной среде по-русски говорят. Вот поэтому я бы хотела очень попросить, ну, хотя бы там не отвергать, вот когда мы говорим на ломаном, как иностранцы, с акцентом. Да, я это отлично понимаю. И вот когда я уже давно занимаюсь именно развитием, вот, популяризацией родного языка и часто сталкивалась с этим сама. Я сама и родилась в Якутске, в городе, и это априори как бы было в шоком от того, что я говорю на родном языке. И поэтому я понимаю и прям очень хочу, чтобы это же на самом деле основная масса, большая аудитория, которая может быстрее даже выучить родной язык и популяризацию вести именно внутри не знающих родной язык людей. Это классно, поэтому я пригласила тебя как пример, потому что еще раз скажу, что это никогда не поздно начинать учить родной язык. Я хвалю тебя за это, и я надеюсь, даже вот твое выступление сегодня станет для тебя дальнейшей мотивацией развиваться Да, и кстати. дальше, да, дальше именно больше, ну, не бросать то, что ты начала. Отлично. Если есть вопросы, если есть желающие выступить, пожалуйста. Здесь кто-то писал, Анатолий, может, вы поделитесь сегодня своим опытом, как вы изучаете якутский язык. Добрый вечер, Дороба, Капсамин Сагала. Утуркиненен, мина Тем Анатолий, Сахатлын Ренебин. Мне, я перейду на русский Да, просто. конечно. Мне 42 года сейчас. Я сейчас вот с этого года уже серьезно занялся изучением русского языка. Простите, якутского языка. Ну, как видите, да, то есть я не саха, а просто небольшая предыстория, почему я за него взялся. Я родился в поселке Алмазный Мирнинского района, то есть Якутия — это моя малая родина. Так вышло, что более чем на 30 лет у меня была такая потеря связи с родиной. Моя семья переехала из Алмазного. И вот где-то буквально там лет 5 назад, наверное, вот, получилось, так сказать, опять эту связь наладить, опять вернуться. Ну, вот это вот ощущение малой родины, оно как бы никогда меня не покидало. Вот. И так как восстановилась вот эта связь, то есть и появилось вот это вот желание, стремление и вот, наверное, даже я бы сказал, потребность изучать язык, потому что, опять же, появились близкие люди сахаязычные, то есть для кого это родной язык, и вот мне показалось это правильным, чтобы с ними разговаривать на родном языке, плюс к тому, что как бы это язык моей малой родины. Кроме того, заинтересовался культурой и традиционной культурой, и аланхой, и современной культурой, потому что очень много групп, много музыки, много фильмов, много книг выпускается на языке саха, которые очень, очень хочется посмотреть, очень хочется почитать, очень хочется послушать и вот понять их полностью. То есть, без языка это никак. Ну, и
стараясь хотя бы раз в год приезжать, и, естественно, ну, то есть, когда ты приезжаешь в другую страну, потому что все-таки, несмотря ни на что, Якутия — это отдельная республика, отдельное государство со своими традициями, со своей культурой. И, ну, там, когда приезжаешь в Англию, говоришь на английском, поэтому, опять же, то есть это логично, что приезжая в Якутию и говорить на якутском — это разумно. И да, я столкнулся с чем, когда решил изучать, и то, что какие-то курсы, вот именно для начинающих, особенно вот для взрослых, они достаточно немногочисленные, скажем так. То есть вот их буквально там два-три каких-то предложения есть на рынке, условно говоря. И вот что-то найти, то, что вот подходит по твоему уровню, достаточно сложно. То есть есть самоучитель Харитонова, конечно, прекрасный. Но проблема в том, что он есть только в электронном виде. Это скан издания 87 года, если не ошибаюсь. То есть и это все, что на сегодняшний день есть. Есть вот такой вот самоучитель, который я купил у автора. То есть вот, якутский язык с нуля, вот, Елена Прядезникова. Тоже очень полезная достаточно книга вот так, что-то размывается, для самоподготовки, то есть здесь основные сведения есть. Но опять же, то есть нет какой-то обратной связи. И, ну и, естественно, это вот маленький Мгм. вот самоучитель говорит по-якутски, который, по-моему, есть у всех. Это, Ага. это, несомненно, прекрасные книги. Они, на мой взгляд, они немножко уступают Харитонову в плане, возможно, глубины материала предоставленного, какой-то вот глубины изучения, потому что Харитонов, он как-то более академичен, наверное, более углубленный. То есть это вот эти книжки, это вот именно вот почувствовать вкус, то есть это вряд ли, чтобы уже какие-то более-менее найти какие-то знания получить, именно чтобы потом использовать их на практике. А я, получается, на занятиях у Татьяны Баишевой был один раз, там, опять же, там, в силу причин, то есть я прошел коротенький курс, то есть получил какие-то действительно базовые навыки, то есть там закон гармонии гласных, то есть вот эти вот самое начало. А, То есть, опять же, это не дало мне каких-то конкретных знаний, но вот, как бы вкус почувствовать дало. Сейчас я занимаюсь, да, на курсах Сахалы. Вот, в чем их большой плюс? То, что, во-первых, ну, это групповые занятия онлайн. Ну, Виктория, вы знаете, как они проходят, да? То есть это групповые занятия онлайн, то есть вот я сразу получаю какую-то обратную связь, то есть что я делаю неправильно, что я делаю неправильно, что мне подтянуть, что мне не подтянуть. И вот именно таких вещей их очень сложно найти на самом деле. То есть, допустим, онлайн-курс, начальный курс разговорного якутского языка на сайте СВФУ, то есть он бесплатный, то есть любой, кто может и зарегистрироваться на сайте и участвовать. Но опять же, там нет обратной связи. То есть вот это вот, наверное, главное, что вот, чего мне не хватает, это то, что, во-первых, очень сокращенное предложение, вот, и именно вот где учить. И не так много обратной связи. То есть мои родственники, конечно, ну, близкие люди, я их приемными родственниками называю, они, конечно, есть, но у людей своя жизнь, то есть ты не будешь к ним бегать за каждые 5 минут, а правильно ли я там, применил спряжение в этом слове, а правильно ли я применил этот аффикс, вот, то есть как-то вот такого не хватает. Вот. Ну и опять же, то есть я сейчас живу в Благовещенске, это Амурской области. Тут, к сожалению, по крайней мере, мне неизвестно, нет каких-то языковых клубов, куда вот опять же можно было бы прийти и поговорить. То есть просто вот хотя бы там мы прошли вот там, не знаю, там аффиксы принадлежности, допустим, там на вчерашнем уроке, я не могу никуда пойти и потренироваться. То есть как-то вот пытаюсь сам, но вот, самому это сложно. То есть вот А мне такие вот интересно, а, можно задать вопрос? Мне вот разумеется. интересно, как часто вы учите якутский? Вы же самостоятельно, получается, продолжаете? Ну, то есть после, вот этих онлайн-курсов, то есть Да, вы дома много домашней работы делаете? ну, Как часто?
Там дают домашние задания, не то чтобы их слишком много на самом деле, ну, там буквально там, к следующему уроку, там, грубо говоря, там вот 3 предложения там составьте или вот переведите вот этот текст, то есть там не очень многие. Я пытаюсь как, то есть, ну, я переписываюсь вот с близкими людьми сахаязычными, то есть я пытаюсь уже как-то какие-то ежедневные вещи, какие-то вот простенькие вещи уже говорить на якутском. То есть там я с собакой пошел в кафе, то есть Люсилин кафе Бардебек. То есть это все коряво получается. Я понимаю, что сейчас меня вряд ли поняли, потому что у меня еще очень большие проблемы с произношением. Ну, просто там к 40 годам речевой аппарат, он закостенел уже, и поэтому, да. А звуки, которые есть в Сахалы, но нет в русском, то есть перестроиться достаточно сложно. То есть я пытаюсь вот какие-то вот такие вот вещи уже применять на практике. То есть то, что я знаю, уже какие-то простые приложения составлять и уже, уже переговариваться. Я подписан на Уйгулану и Сайсаха, то есть я, конечно, ничего не понимаю практически сейчас пока что, но, по крайней мере, вот какие-то вещи, вот они, я надеюсь, что они у меня где-то там в подкорке окладываются, и когда-то они мне пригодятся. Я стараюсь, по крайней мере, когда есть время, когда есть возможность, слушать радио Виктория, то есть оно есть вещание в интернете, то есть это хотя бы уже вот какая-то слушательная, так сказать, практика уже есть, то есть хотя бы на слух, я там пытаюсь там, ага, я знаю вот это слово, я знаю вот это вот слово, то есть я полез в словарь посмотреть, что оно значит, то есть Может, нам как-то какую-то так. песню выучить? Конкурс сделать? Не, это классно, то, что вот сейчас идет разговор о том, что есть потребность большая, и, например, вот Яра, которая проводит у нас Speaking Club, и даже вы сами вдвоем можете кого-нибудь организовать, если что, я к вам присоединюсь. Супер, спасибо, Это Вера. очень, да, это очень классно, то, что слышать то, что люди хотят изучать язык саха, и это мы пришли сюда, чтобы вдохновлять и мотивировать друг друга. И Анатолий вам улахан махтал. Я уверена, что у вас все получится с вашим настроем, то, как вы глубоко сейчас даже нашли эти учебники, потому что мало кто до такой степени покопается и найдете себе как бы тоже единомышленников и будете дальше развиваться. Спасибо большое, Виктория, Анатолий, за то, что поделились своим опытом.